Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва мавваля. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима аллямтана ва зидна ильман нафи'a. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый джамаат, все мы знаем, что одно из основных отличий нашей религии, религии ислам, от других религий, от других каких-то идеологий, убеждений, это то, что наша религия, она не искажена. Альхамдулилля, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, наша религия не искажена. И, скажем, Коран, да, который мы читаем, который у нас есть, это не искаженный Коран, такой же, как он был во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. И не только Коран, да, не только Коран, и альхамдулилля, что Аллах Субханаху ва Тааля из нашей уммы вывел таких людей, таких ученых, которые посвятили всю свою жизнь изучению хадисов, изречений пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изучению сунны. И альхамдулилля, что такие ученые были, пусть Аллах Субханаху ва Тааля вознаградит их за это, пусть Аллах Субханаху ва Тааля смилостивится над ними. И ученые изучали сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его высказывания, его хадисы, изучали, собрали эти хадисы в сборники, дали им хукм, да, то есть степень, то есть классификацию дали, это сильный хадис, это, скажем, средний, хороший хадис, это слабый хадис. И мы знаем, что хадис – это очень сложная наука, да, у каждого хадиса есть свой иснад, то есть цепочка передающих этот хадис, тот или иной хадис. И альхамдулилля, в нашей умме такие ученые, которые изучили эти асанид, эти цепочки передающих каждого из этих людей. Да, например, такой-то хадис передается от такого-то, такому-то, такому-то. И ученые каждого из этих передатчиков, они изучали, знали их биографию, когда они родились, когда умерли, с кем встречались, какая у них была память и так далее, и так далее. И после этого давался хукм тому или иному хадису. Это то, что называется иснад. И наша религия – это не просто, что кто-то что-то сказал, да, а каждое, скажем, слово пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оно подтверждается этим иснадом, что это действительно услышал такой-то, передал такому-то, и ученые этот хадис помещали в свой сборник. И как Ибнуль Мубарак, рахимахуллах, говорит: «Аль-иснаду минад-дин». То есть Ибнуль Мубарак что говорит? Иснад, эта цепочка передающих хадис, часть религии. Иснад – это часть религии. «Валяуляль иснаду лякаля ман шаа ма шаа». И если бы не было иснада, если бы не было этой науки, да, не было ильмур риджаль, этой науки, которая изучает передатчиков, то тогда бы любой, кто захочет, говорил бы, что захочет. То есть если бы не было иснада, не было этих цепочек, то наша религия, она бы превратилась просто в какой-то хаос. Да, никаких подтверждений, никаких доказательств. Любой, кто хочет, что-то будет говорить. И то есть наша религия, она бы в своем первозданном виде не сохранилась. И альхамдулилля, что в нашей
умми Аллах Субханаху ва Тааля вывел таких ученых, которые посвятили свою жизнь этому. Да, и вот всю жизнь они изучали вот эти хадисы, и мы даже себе представить не можем, какой был проделан труд. И ученые раньше знали по 200 тысяч хадисов, скажем, да, или 600 тысяч хадисов. И у каждого хадиса, мы должны понимать, есть свой иснад, своя цепочка передающих. И вот к 600 тысячам хадисов еще прибавляйте иснад. Там у каждого есть свои передатчики, да. Сколько это информации. И ученые изучали это, они знали это наизусть. И вот, альхамдулилля, вот по причине этого наша религия, она сохранилась. То есть мы сегодня можем пользоваться достоверными хадисами. То есть эти знания не потерялись где-то, да, а до нас дошли достоверные хадисы. И ученых, которые себя посвятили хадисам, было много. Но сегодня хотелось бы поговорить больше о самом известном из этих ученых, чья книга является второй книгой после Корана у нас в исламе, и мы должны изучать вот жизнеописание этих ученых, потому что знание их жизнеописания – это само по себе назидание, само по себе наставление. И о ком сейчас будет идти речь, кто-то может сказать, кто-то может догадаться? Кто самый из, скажем, великих ученых? Имам аль-Бухари, да, естественно, это мы знаем, альхамдулилля, каждый мусульманин об этом должен знать. Имам аль-Бухари, который родился в пятницу, «Яум аль-джум'a ба'да ас-салати ли thalathi ашрата мин шавваль». Он родился в пятницу после намаза 13-го шавваль в 194 году по хиджри. Вот 194 год по хиджри родился имам аль-Бухари. То есть эту дату мы должны знать наизусть. Это наши ученые, да, мы когда в школе учились, мы знали революционеров, поэтов, там, физиков и так далее. Это вот наши исламские ученые, которых мы должны знать. В городе Бухара, то есть родился в городе Бухара, это современный Узбекистан. Да, и вот удивительно, это сейчас человек, который родился ни в Мекке, ни в Медине, да, в городе Бухара, то, что относится к современному Узбекистану. И также удивителен тот факт, что он не был арабом. Он не был арабом, а его корни, его происхождение было персидское. То есть один из его прадедов, он был персидского происхождения. Его имя Абу Абдулла. Абу Абдулла, то есть это кунья, как называется, отец Абдулла. Но это не имя, это прозвище. Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизба аль-Джу'фи. Да, то есть как бы по частям рассмотрим. Мухаммад ибн Исмаиль, то есть его основное имя как Мухаммад. Абу Абдулла – это его прозвище. Его основное имя – это Мухаммад. Ибн Исмаиль, то есть получается отца звали Исмаиль. Ибн Ибрахим, да, отца, то есть деда звали Ибрахим. Ибн аль-Мугира. Дальше идем, да, прадед, получается, Ибн аль-Мугира. Ибн Бардизба. Ибн Бардизба, то есть вот один из прадедов, его имя было Бардизба. И говорится, что вот этот Бардизба, он был персидского происхождения. Был персидского происхождения, то есть фариси был персом. И он, вот этот прадед Бардизба, он был на религии своего народа в то время, то есть он не был в исламе. И его сын, который уже аль-Мугира, да, принимает ислам.
И вот после Аль-Бардизбы, поэтому мы видим, что там уже идут мусульманские имена, которые, привычные нам, да, дальше после Бардизбы идут Аль-Мугира, Ибрахим, Исмаиль и вот Мухаммад сам, уже имам Аль-Бухари. И, то есть это вот вкратце, если говорить о родословной имама Аль-Бухари. Передается, что имам Аль-Бухари, когда он был еще маленьким, умирает его отец. Его отец умирает, когда он был еще маленький, то есть он остается сиротой. И трудности вот воспитания ребенка ложатся на плечи матери имама Аль-Бухари, на плечи матери. И именно мать, да, она дает воспитание ребенку, она помогает ему и финансово, и физически, да, и морально мать оказывает ему помощь. Отец оставляет какое-то количество имущества, да, после смерти. И вот здесь хотелось бы такую небольшое отступление сделать. То есть видим, да, вот насколько важно выбрать себе правильную жену. То есть если кто-то вот сейчас еще не женился, кто-то выбирает себе супругу, насколько важно, чтобы супруга была религиозной, праведной. И как вот в случае отца имама Аль-Бухари, Исмаиль, да, он в свое время он сделал выбор. Он женился на вот этой женщине, которая воспитала такого ученого. Да, и то есть, когда мы женимся, смотрим не только на красоту, да, а в первую очередь смотрим на ее религию. И вот задуматься только, да, вот мать имама Аль-Бухари, у нее не было таких знаний, как у сына, да, но она дала ему воспитание, воспитала его в какие-то кружки знания, его вводила, и какой вырос сын. И, иншаллах, мать имама Аль-Бухари, она получает награду тоже, потому что она была причиной того, что воспитала вот такого сына. И также рассказывается, что имам Аль-Бухари, когда он еще был маленьким, он ослеп. То есть Аллаху алям, насколько это достоверная информация, риваят, но рассказывается, что он ослеп, и рассказывается, что после этого его мать очень много делала дуа, то есть просила Аллаха субханаху ва тааля, чтобы он вернул ребенку зрение. «Фараат валидатуху аль-Халиля Ибрахим алейхиссалям». И рассказывается, что однажды она во сне увидела Ибрахима алейхиссалям. И он сказал ей, то есть Ибрахим алейхиссалям пришел к матери имама Аль-Бухари: «Я хадихи кад раддаллаху аля ибники басараху бикатрати дуаики». И Ибрахим алейхиссалям сказал: Аллах вернул твоему сыну зрение по причине большого количества твоей мольбы, большого количества дуа, которые ты делала. И действительно, когда наступило утро, ребенок еще был, да, имам Аль-Бухари, к нему вернулось зрение. Это приводим к тому, что вот насколько мать просила, насколько она хотела вот, вырастить своего сына. После этого имам Аль-Бухари, то есть он растет, посещает различные кружки знаний. Рассказывается, что он выучил Коран, будучи еще маленьким. И рассказывается также, что он уже с детства, отличался точностью своего заучивания. То есть он заучивал, и в своем заучивании он был очень точным. Про отца мы сказали, как отца звали, кто запомнил? Отца звали Исмаиль. Да, Исмаиль, он умер, да, когда еще имам Аль-Бухари был маленьким. И «Каля Ахмад ибн Хафс». Ахмад ибн Хафс, рахимахуллах, говорит:
дахальту аля Исмаиль валиди аби Абдилля инда маутихи. Он говорит, что когда Исмаиль, отец Бухари, был при смерти, я зашел к нему. И он сказал, то есть отец имама Аль-Бухари сказал: «Ла а'ляму мин мали дирхаман мин харамин ва ла дирхаман мин шубха». То есть что он сказал? Я не помню такого или я не знаю такого, чтобы в моем имуществе был хотя бы один дирхам из харама, запретного, или хотя бы один дирхам из сомнительного. То есть это перед смертью слова отца имама Аль-Бухари. То есть, да, не только харам, но также сомнительного не было. Потому что харам, ну, это, скажем, все мусульмане знают, что спиртное харам, что риба харам и так далее. Но, к сожалению, многие из нас, мы очень часто в сомнительное попадаем. То есть сомнительное мы как бы уж здесь у нас имана, к сожалению, не хватает. В первую очередь про себя говорю. И отец имама Аль-Бухари что говорит? Даже дирхам сомнительного в его имуществе не было. Для чего вот это приводим тоже? Чтобы мы понимали, что неудивительно, что именно в этой семье вырос такой сын. Да, Аллах Субханаху ва Тааля вот за эти старания, за вот эту богобоязненность, которая была у отца, которая была у матери, вот в этой семье родился и вырос такой великий ученый. Рассказывается, что имам Аль-Бухари, первые его путешествия для получения знаний начались в 210 году по хиджре. 210 год по хиджре. Родился, кто запомнил дату рождения? 194. И первое, когда он начинает, вот, выходит в путешествие для того, чтобы уже получать знания, это 210 год. 210 год по хиджре, то есть, ну, примерно ему было 16 лет, скажем, да, примерно. И он отправляется со своей матерью и со своим братом на хадж, отправляется в Мекку на хадж. Затем после этого его мать с братом возвращаются обратно, а он остается в Мекке для того, чтобы изучать, для того, чтобы заучивать хадисы. После этого имам Аль-Бухари очень много путешествовал, и он встретился с большинством из мухаддисов, ученых хадисов, таких стран, как Хурасан. То есть Хурасан, да, это раньше такая местность, которая называлась Хурасан. То есть сегодня такого государства нет. Оно частично, скажем, входит, наверное, в Иран, может быть, Таджикистан, вот, да, но раньше вот эти земли назывались Хурасан. Также он встретился с большинством ученых хадисов Шама, Египта, многие города Ирака, и неоднократно, много раз он посетил Багдад. И говорится, что он очень много путешествовал, именно, ну, путешествовал, вот в нашем понимании, когда речь идет о путешествии, это мы сразу понимаем вот, море, отдых и так далее. Его путешествия, то есть понимаем, да, это путешествия были для получения знаний. И он очень много вот, перемещался из одной страны в другую. «Хатта катаба ан альфин ва саманина раджулян мин ахли аль-хадис». И передается, что он записывал знания от больше, чем 1080 ученых. 1080 ученых. Да, для чего вот этот факт мы сейчас приводим? Да, какую он для нас должен нести пользу, какую информацию должен для нас нести, чтобы мы понимали, какие большие усилия были приложены. То есть какое пожертвование. Имам Аль-Бухари свои молодые годы, он из одной страны многократно, он передвигался из одной страны в другую. Вот список стран мы только что перечислили. Да, и то есть это молодые годы.
Вот, к сожалению, сегодня многие не хотят вообще куда-то ехать, да, потому что вот получение знаний, оно подразумевает, что человек вот выходит из своего дома, где ему комфортно, да, он куда-то едет для того, чтобы получать знания. И вот сколько передвигался имам Аль-Бухари, да, вот сколько шейхов он встретился и записывал от них знания. И это нужно понимать еще при том, что в то время не было транспорта, да, это вот, как мы сказали, 210 год по хиджре, то есть это, ну, больше, чем 1000 лет назад, там где-то, ну, скажем, 1200 лет назад примерно, да, то есть это все примитивный вот транспорт, верблюд, может быть, лошадь и так далее, и несмотря на это, сколько вот имам Аль-Бухари передвигался, чтобы получать знания. Передается от самого имама Аль-Бухари, что он говорит: «Лакиту акthара мин альфи раджуль». Я повстречался более чем с 1000 мужчин. Ахлиль хиджаз, то есть это ученые Хиджаза, также ученые Ирака, ученые Шама, ученые Мисра. Лакитухум карратин, то есть я встречался с ними неоднократно. Ахля Шами ва Миср ва Аль-Джазира марратейн, то есть с учеными Шама, Мисра и Аль-Джазира 2 раза. Ва Ахлюль Басра арбаа маррат, то есть с учеными Басры 4 раза. Вабиль Хиджази ситтата а'вам, а в Хиджазе он провел 6 лет. Валя ухси кам дахальтуль Куфата ва Багдад. И я не знаю, сколько раз я посетил Куфу и Багдад. То есть имеет в виду, что огромное количество раз, что он даже, ну, скажем, сбился со счета. То есть это вот сколько было передвижений, сколько было усилий для того, чтобы получить вот эти знания. Да, это вот для нас должно быть примером. Сегодня, к сожалению, мало кто вообще хочет получать знания. К сожалению, вот даже если говорить вот про нашу местность, да, вот даже, я думаю, лет 15-20 назад стремление, рвение к получению знаний, оно было еще больше. Сейчас, вот, к сожалению, вот этого стремления нет. То есть и молодые, многие, вот когда у них еще вот этот возраст молодой, да, можно получать знания, многие делают больше выбор в сторону, ну вот нужно встать на ноги, нужно как-то вот достаток себе, заработок себе, обеспечить себя, на ноги встать и так далее. Это все можно, сейчас не говорим, что это является харамом. Конечно, человек должен зарабатывать, мы не говорим, что это харам, но в общем получать знания очень мало у кого на сегодняшний день есть, к сожалению. И имам Аль-Бухари, у него было много книг. Но самое известное, которое распространилось на весь мир, да, и которое получило признание от самых великих ученых, это Сахих Аль-Бухари, то есть это сборник достоверных хадисов имама Аль-Бухари. Это его самая великая книга, получившая признание, и на самом деле ее название, оно более длинное, да? То есть Сахих Аль-Бухари – это сокращенное название, которое вот людям запомнилось, но его настоящее название, оно более длинное. И, наверное, сегодня ни один маджлис аль-илм, ни один вот урок знаний, он не обходится без того, чтобы там не приводились хадисы имама Аль-Бухари. То есть всегда мы, даже, наверное, на каждой хутбе, да, на вагазе, на джума, мы слышим, как имам приводит какой-то хадис, и ахраджахуль Бухари ва Муслим. Этот хадис приводит Бухари и Муслим. Да, и пусть Аллах Субханаху ва Тааля смилостивится над вот этими учеными. Кто был причиной того,
что имам Аль-Бухари собрал вот этот свой сборник. Вот мы сказали, да, Сахих Аль-Бухари – это самая его известная книга, и эта книга является у нас в исламе второй после Корана по своей достоверности, по своей читаемости. Да, это вторая книга после Корана. И самое большое количество вот толкований именно на вот этот сборник. То есть больше ни одна другая книга столько внимания не получила, да, как книга имама Аль-Бухари. И что стало причиной того, что имам Аль-Бухари, он именно вот эту книгу решил собрать? То есть, хотя вариантов было много, да, много было, можно было написать других книг, да, что вот стало причиной? Причиной стал его шейх Исхак ибн Рахавей. Это один из шейхов имама Аль-Бухари. И рассказывается, что однажды, когда имам Аль-Бухари был на уроке у своего шейха Исхак ибн Рахавей, он своим студентам сказал следующее: «Ляу джама'атум китабан мухтасаран ли сунанин наби саллаллаху алейхи вассалям». То есть он им сказал следующие слова: «Хорошо, если бы кто-либо из вас собрал сокращенный сборник хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сунан ан-наби», то есть хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что до Сахих Аль-Бухари такого сборника не было. И достоверные хадисы они были, их было очень много, да, скажем, там может быть 100 тысяч, 200 тысяч достоверных хадисов ученые знали наизусть. Но это очень большое количество. Скажем, 100 тысяч – это очень большое количество. Многие хадисы, скажем, там повторяются. И была необходимость создать именно сокращенный сборник. Вот Сахих Аль-Бухари, он является сокращенным сборником. И Исхак ибн Рахавей вот эту мысль сказал своим студентам: да, хорошо, если кто-либо из вас соберет вот этот сокращенный сборник хадисов пророка, саллаллаху алейхи. Каль Аль-Бухари, и имам Аль-Бухари что сказал? «Фавака залика фи кальби». И это зашло в мое сердце. То есть тогда имам Аль-Бухари, вот эти слова своего шейха, они зашли к нему в сердце. «Фаахадту фи джам'и хаза аль-китаб». И я после этого начал собирать эту книгу. И здесь тоже, да, вот хотелось бы такую небольшую остановку сделать. Какой аджр получает Исхак ибн Рахавей, вот этот шейх имама Аль-Бухари? То есть, да, он вот этот труд не проделал, но он стал причиной. У нас есть хадис, мы знаем, да, «Аддаль аля аль-хайр кафа'или». Тот, кто указывает на благое дело, он подобен тому, кто делает это дело. Да, если мы кому-то подсказали, скажем, брат, время намаза, надо взять тахарат, прочитать намаз. Да, человек забылся, скажем, и мы получаем награду, которую получает вот этот человек. Любое благое дело, которое мы людям подсказываем, да, мы получаем награду. И Исхак ибн Рахавей, да, какой вот его баракат в этом его совете был, он дает вот этот совет своим студентам, да, и один из его студентов прислушивается к этому, заходит к нему в сердце, и он составил вот эту книгу Сахих Аль-Бухари. И Аллаху алям, вот, Исхак ибн Рахавей, он сам был мухаддисом, то есть, да, он тоже очень большой вклад сделал. Но Аллаху алям, что ему больше аджра принесет в судный день, и вот сейчас приносит ему в могиле его усилия, которые он делал, или вот эта книга имама Аль-Бухари, потому что награду, которую получает имам Аль-Бухари, да, эта награда записывается также его шейху. Это вот, ну, вот в этих словах был баракат. Да, дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы они получили за это вознаграждение. Сколько хадисов в книге Сахих Аль-Бухари? Сколько хадисов? Здесь нужно разделять на два.
То есть есть общее количество с повторяющимися хадисами, и также можно эти хадисы сократить, если повторяющиеся объединить, да, то количество получится меньше. И ученые, это на самом деле непростой труд подсчитать вот количество хадисов в сборнике имама Аль-Бухари. Но ученые это сделали, и общее количество 7397. 7397 хадисов, всех хадисов, которые повторяются и не повторяются. Если сократить, да, повторяющиеся хадисы объединить, то получится 2602 хадиса. То есть это если убрать повторяющиеся хадисы. Вот это количество хадисов, которые в сборнике имама Аль-Бухари. И нужно понимать, что вот когда мы слышим, что имам Аль-Бухари сделал сборник, кому-то может показаться, что это простое дело. На самом деле это огромнейший труд. Это огромнейший труд, и после имама Аль-Бухари никто этого, скажем, сделать не смог. Да, это первый сборник достоверных хадисов, который у нас появился, да, вот в нашей умме, и он самый достоверный, то есть он самый лучший. Он самый лучший, да, это признали великие ученые. То есть после него идет Сахих, сборник достоверных хадисов кого? Кто может? Имама Муслима, да. Но он по своей степени, скажем, идет на второй степени, на второй ступени. И были также другие ученые, которые тоже составляли свои сборники, да, Ибн Хузейма, Сахих Ибн Хузейма там и другие были, но они такого признания не получили. И на самом деле это был огромный труд здесь проделан. И что передается от самого имама Аль-Бухари, он говорит: «Каля рахимахуллах, ахраджту хазаль китаб мин зухаи ситти миати альф хадис». То, что он говорит, что я составил эту книгу из 600 тысяч хадисов, из 600 тысяч хадисов. И вот мы до этого сколько сказали в его сборнике? 7397. И вот он из какого? Из 600 тысяч хадисов он оставляет вот такие, скажем, самые сливки, скажем, да, самые такие достоверные хадисы. И также он говорит: «Ма вадату фи китаби ас-сахих хадитхан илля гтасальту кабля залик». И он говорит, что я ни один хадис не поместил в свою книгу, не взяв полное омовение, гусль. Пока я не взял гусль, и пока я не прочитал 2 рикаата, да, я не помещал ни один хадис в свой сборник. «Вакаля саннафту ас-сахих фи ситти ашрата сана». И также от него передается, что он сказал: «Я составил свой сборник достоверных хадисов на протяжении 16 лет. «Ваджаальтуху худжатан фи ма байни ва бейн Аллахи та'аля». Я сделал его доводом между мной и между Аллахом субханаху ва та'аля. То есть 16 лет, как мы видим, да? 16 лет – это кропотливый, тяжелый труд. И то есть это здесь у имама Аль-Бухари были свои критерии, когда он отбирал хадисы. Да, вот у него перед ним огромное количество хадисов. Теперь как их отбирать? Он для себя поставил очень тяжелые, очень такие строгие условия, да, при отборе хадисов. Он вот, скажем, он не ограничивался тем, что 2 передатчика жили в одно время. То есть у него обязательно нужно было знать, что они встречались при своей жизни. Скажем, это одно из условий. Да? И условия были очень строгие, и поэтому это очень непростой, очень тяжелый труд был проделан. Также хотелось бы
немного вот о самом Бухари тоже рассказать. وَقَدْ كَانَ ذَا سَمْتٍ وَتَعَبُّدٍ وَلِسَانٍ عَفٍّ. О имаме Аль-Бухари рассказывают, что он отличался таким качеством, как самт, да, вот, ну, молчаливость в хорошем понимании. То есть это не болтун, да, это не человек, который вот надо, не надо разговаривать. Было молчание в хорошем понимании. А также он отличался поклонением. То есть имам Аль-Бухари, то есть это великий ученый, и он отличался тем, что он много поклонялся Аллаху Субханаху ва Тааля. И также он отличался тем, что он контролировал свой язык, да, он не посягал на честь других людей. Как это вот, к сожалению, в наши дни. Да, мы вот сколько мы за один день только сколько мы гайбата. Того затронули, этого затронули, кого-то обидели, над кем-то надсмеялись. Имам Аль-Бухари, он контролировал свой язык. И передается от самого имама Аль-Бухари: «Магтабту ахадан катту мунзу алимту анна аль-гибата харамун». Передаются такие слова, что он говорит: «Ни про кого я никогда гайбат не говорил с тех пор, как я узнал, что гайбат является харамом». То есть, а мы знаем, что он с детства уже получал знания, да, он уже с детства, то есть он это узнал уже в детстве. И вот он говорит, что с того момента, как я узнал, что гайбат является харамом, ни про кого я никогда гайбат не говорил. Также вакаля Бакр ибн Мунир. Бакр ибн Мунир что говорит? Сами'ту Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари якуль. Я слышал, как Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари сказал следующие слова: «Инни ла арджу ан алка Аллаха ва ла юхасибуни анни гтабту ахадан». Я надеюсь встретить Аллаха Субханаху ва Тааля, и Он не будет отчитывать меня за то, что я про кого-то говорил гайбат. То есть вот этот вопрос гайбата, да, языка у имама Аль-Бухари, он был очень строгим. Имам Аль-Бухари отличался тем, что он умел контролировать свой язык. Следующий вот пункт – это слова похвалы других ученых относительно имама Аль-Бухари. Здесь очень многие ученые высказывались о имаме Аль-Бухари. То есть об этом только отдельно можно целую лекцию сделать. Да, но только, чтобы надолго не затягивать, вот два высказывания, скажем, приведем. Каля Ахмад ибн Хамбаль. Ахмад ибн Хамбаль, то есть это ученый хамбалитского масхаба, да, это основатель хамбалитского масхаба. Он тоже был великим мухаддисом, он был шейхом имама Аль-Бухари, одним из шейхов имама Аль-Бухари. И что Ахмад ибн Хамбаль, рахимахуллах, говорит? «Ма ахраджат Хурасан мисля Мухаммад ибн Исмаиль». Что земли Хурасана, они не породили никого лучше, да, не породили никого лучше, чем Мухаммад ибн Исмаиль. Вот из этих земель это лучший, кто вышел. Это высказывание Ахмад ибн Хамбаль. «Вакали имаму аль-аимма Абу Бакр ибн аль-Хузайма». Ибн аль-Хузайма, еще один из мухаддисов, да, великий мухаддис, тоже что говорит? «Ма тахта адимис самаи а'ламу биль хадиси мин Мухаммад ибн Исмаиль». Он говорит, что под небесами нету никого более знающего в области хадисов, чем Мухаммад ибн Исмаиль. Это вот только мы два привели, да, вот только о высказываниях ученых о имаме Аль-Бухари можно целый урок отдельно посвятить, и это будет долгий урок. То есть, чтобы сократить, как бы этот пункт, дальше переходим. Каля Абдулла ибн Хаммад аль-Амули. То есть вот этот ученый рассказывает то, что на маджлисе имама Аль-Бухари в Багдаде присутствовало 200 тысяч
человек примерно. То есть, когда имам Аль-Бухари давал урок в Багдаде, то присутствовало примерно 20 тысяч человек. То есть, это огромное количество, да, чтобы мы понимали. Скажем, футбольный стадион бывает по 50 тысяч, скажем, да, вот большой, 45 тысяч, скажем. Вот представьте пол стадиона, какое количество. И мы знаем, что не было микрофонов, не было колонок, и назначались люди, которые передавали, мубаллиг называется, то есть те, кто были ближе к шейху, да, слышали, потом они передавали дальше, и вот так пока вот эти знания, вот эта информация не доходила до тех, кто сидел дальше всего. И опять же, да, это вот для нас должно быть уроком, какое рвение у людей было к знаниям в то время. И это когда не было никаких вот этих удобств, как скажем. У нас сегодня нажимаем одну кнопку, да, выходит любой хадис, книги в изобилии, есть все возможности, но нет желания. Аллаху аль-мустаан. И в то время, да, не было никаких средств, не было книг, не было бумаги, и сколько человек приходили, вот с какими усилиями они брали знания. قال أبو جعفر العقيلي. Абу Джа'фар аль-Укайли рассказывает следующее. Рахимахуллах. «Лямма саннаф аль-Бухари китаб ас-сахих». После того, как имам аль-Бухари составил книгу, вот этот сборник достоверных хадисов, «Арадаху аля Али ибн аль-Мадини ва Ахмад ибн Хамбаль ва Яхья ибн Ма'ин ва гайрихим». После того, как имам аль-Бухари составил вот эту свою книгу, вот этот сборник, да, он его показал, как бы посоветоваться, да, чтобы услышать их мнение, показал некоторым ученым. И из таких ученых это были Али ибн аль-Мадини. Али ибн аль-Мадини тоже имя, которое мы должны запомнить, знать. Величайший ученый по хадисам, да, про которого сам аль-Бухари говорит: «Я ни перед кем себя не чувствовал таким как бы маленьким и вот слабым в знаниях, да, как Али ибн аль-Мадини». Это вот единственный, кто, особенно вот в вопросе айляль, это наука, вот айляль, слабые места хадиса, одно из самых сложных направлений в науке хадиса. И вот Али ибн аль-Мадини, он был очень сильным в этой науке. И имам аль-Бухари свою книгу, вот этот сборник достоверных хадисов, показывает Али ибн аль-Мадини, рахимахуллах, Ахмад ибн Хамбаль, да, как сказали, Ахмад ибн Хамбаль, один из шейхов имама аль-Бухари, и Яхья ибн Ма'ин, и также другие ученые. «Фастахсануху ва шахиду лаху биссиха, илля арба'ата хадис». И они признали, засвидетельствовали, что хадисы вот его сборника, они достоверные. То есть, когда они увидели, посмотрели, они признали эту книгу, да, засвидетельствовали, кроме 4 хадисов. То есть 4 хадиса они сказали, что, ну, как бы не должны входить в этот сборник. Но имам аль-Бухари оставляет эти 4 хадиса. То есть, потому что у него было свое мнение, да, то есть это их мнение, он уважал их мнение, но у него было свое мнение. То есть он сам великий ученый, мухаддис, да, и он оставляет эти хадисы в своем сборнике. «Валь-каулю фиха каулю аль-Бухари, ва хия сахиха». И более правильное мнение было мнение имама аль-Бухари. Он был прав, то, что он оставил эти хадисы, в этом вопросе он был прав. И то есть это сейчас вот это все нам должно показывать, какой огромный был проделан труд. То есть, да, это 16 лет он выбирал, из какого количества хадисов, да, каждый раз брал гусль, читал намаз. Есть риваяты, где говорится фир-роуда, читал намаз в роуда. Роуда, это, чтобы понимали, это вот между
домом пророка, саллям, и его мимбаром в Медине. Кто посещал Медину, знает, да, и как пророк сам говорит, «Ма байна бейти ва мимбари раудатун мин риядиль джанна». Между моим домом и моим мимбаром один из райских садов, говорит пророк саллям. И в некоторых риваятах говорится, что имам Аль-Бухари читал 2 рикаата в рауда. Да, и потом, после того, как он составил, он показал свою книгу вот таким великим ученым, которые признали его сборник. На самом деле о имаме Аль-Бухари, долго заканчивать нужно же, да? На самом деле о имаме Аль-Бухари можно говорить очень долго, но чтобы слишком надолго не затягивать, будем заканчивать нашу лекцию. Рассказывается, что имам Аль-Бухари умер в ночь субботы. И это совпало с ночью Аид-уль-Фитр, праздника Аль-Фитр. «Вадуфина яумаль аиди ба'да салати зухр». И рассказывается, что он был похоронен в праздничный день, то есть он праздничную ночь умирает, да, и в праздничный день его хоронят после зухр намаза в 256 году. Это 256 год по хиджре. То есть, да, удивительно, человек вот после месяца Рамадан, то есть закончился месяц Рамадан, и мы, то есть это, Аллаху алим указывает на вот благую кончину, да, заканчивается месяц Рамадан, и имам Аль-Бухари умирает в 256 году. И то есть, как мы сказали, в 194 году родился, и в 256 году по хиджре он умирает в деревне Хартанг, Карья мин Кура Самарканд. Это одна из деревень Самарканда. То есть, может быть, Самаркандской области, вот одна из деревень. И, много рассказывается о караматах, которые были. Рассказывается, что от земли, вот когда он был похоронен, долгое время шел приятный запах, то есть благоухание, благовоние. И интересен тот факт, что имам Аль-Бухари вот ушел из этой жизни, и он не оставил после себя мальчиков. То есть у него были дети, но у него не было мальчиков. И обычно, когда вот у человека нет мальчиков и остаются только девочки, люди сочувствуют. Мискин, говорят, вот у него род на этом закончился, мискин, так у него мальчика не родился, род заканчивается. Но здесь хотелось бы вот обратить внимание на то, что сколько людей, да, у него очень много мальчиков, но он умирает, да, у него род продолжается, то есть, может быть, у него там 5 сыновей, 5 веток после него уходит, но проходит какое-то время, вот сам умерший, о нем никто и не знает. Проходит 100 лет, 200 лет, и он просто, все, его никто не вспоминает. Может быть, кто-то из внуков иногда дуа сделает за него, в общем. И посмотрите, имам Аль-Бухари, да, у него не было мальчиков, но на сегодняшний день, как вот мы вначале говорили, ни один маджлисуль илм не обходится без упоминания вот этого великого ученого, и люди делают ему дуа. Делают дуа, рахимахуллах, пусть Аллах субханаху ва тааля смилостивится над вот этим великим ученым. Дай Аллах, чтобы награду получили его мать, его отец, его шейхи, его ученые, которые давали ему знания. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.